Часть 4. Начинаем работать над собой. Срывы и работа над ошибками. На этапе проработки можно позволить себе небольшие срывы. Это нормально. Когда вы только начинаете, вы формируете свой идеальный рецепт. История из жизни. Когда я начал регулировать свой режим сна, я сформулировал две привычки: ложиться раньше 22:00 и вставать раньше 5:00. Финал моего первого дня выглядел таким образом. В 21:59 я, как угорелый, бегаю по комнате, ставлю телефон на зарядку, убираю вещи, быстро расстилаю кровать и запрыгиваю в нее. Смотрю на время, уже 22:00. Однако получилось, что соблюсти привычку мне не удалось, ведь я планировал ложиться до 22:00, а не в 22:00. Тогда я сделал для себя важный вывод. Я не умею правильно организовывать свое время, чтобы все успевать. Мне слишком часто в жизни приходится в последний момент делать все быстро-быстро. Данный вывод оказался полезным для меня. На следующий день я поставил себе задачу полностью закончить все дела к 21:00, чтобы точно следовать привычке и делать это в спокойствии, а не в суете. Вывод. Не ругайте себя в самом начале. Учитесь на собственном опыте. Делайте выводы, как поступить в следующий раз, чтобы точно достигнуть цели. Но после 5 повторений дороги назад уже нет. Теперь только вперед, пока не достигнете своей цели. Чтобы успешно завершить неделю проработки, следуйте привычке минимум 7 дней подряд. Алгоритм выработки привычек. В какое время лучше всего выполнять привычки? Однозначно, лучшее время для привычек – утро. Я рекомендую выполнять 50-70% именно в это время. Если у вас более 10 привычек, и к обеду вы еще не проработали ни одной, скорее всего, вы окажетесь должником своей самодисциплины, и чтобы ее поддержать, вам придется жертвовать режимом сна. Проверено на себе, оно того не стоит. 4 аргумента в пользу того, что привычкам лучше следовать именно утром. Первый. Вы еще не начали заниматься делами, работой, учебой. Оперативная память мозга пока свободна, и именно в утреннее время, если вы выспались, чаще всего появляется внутренний порыв заниматься собой и становиться лучше. Внимание концентрируется лучше. Второй. У вас много энергии. Вечером, особенно после насыщенного рабочего дня, вы чувствуете себя устало. В таком состоянии не хочется читать книги, бегать, медитировать. Хочется просто отдохнуть. Посмотреть сериал, YouTube, пообщаться с друзьями. Не так ли? Третий. Рано утром вас никто не беспокоит. Никто не пишет, не звонит. Есть приятное ощущение уединения и тишины. Четвертый. Как правило, люди не умеют грамотно распоряжаться своим временем и все дела оставляют на вечер, и потом что-то обязательно не успевают сделать. Перечисленные аргументы значительно понижают вероятность срыва вашей привычки. Порядок и алгоритм. Насколько они необходимы? Да, порядок сильно облегчит вашу работу над собой. Формируя первую привычку, вы запускаете цепочку процессов. Вам не придется искать мотивацию для выполнения. Поэтому идеально, если ваши привычки идут друг за другом и имеют точное время выполнения. Также хорошо чередовать эмоциональные, спортивные и умственные привычки. Тогда вы почувствуете себя максимально энергично и счастливо. Данную рекомендацию я нашел в книге Джима Лоэра и Тони Шварца «Жизнь на полной мощности». Пример. Вы просыпаетесь рано утром в 05:00 и сразу выходите на пробежку. Возвращаетесь домой, принимаете контрастный душ, проговариваете аффирмации на день и садитесь за чтение книги. Таким образом, соблюдя первую привычку, ранний подъем, вы запускаете цепочку остальных. Данный подход работает отлично, но у него есть один минус. Если не соблюсти первую привычку из цепочки, высока вероятность сорвать все остальные. Как хвалить себя за успехи? Вспоминаем главу про гормоны счастья. Выберите любое действие, которое вызывает прилив определенных гормонов. Что это может быть? Первое. Перекусите яблоком или чем-то сладким. Ведь сладкое вызывает прилив дофамина. Только не увлекайтесь сильно и выбирайте натуральные продукты. Второе. Включите любимую музыку, которая у вас ассоциируется с успехом, и от души потанцуйте под нее. У меня данный ритуал связан с деньгами. Каждый раз, когда мне приходят деньги на карту, я отмечаю это победным танцем. Так я создаю нейронную связь у себя в голове. Деньги равно радость. Что позволяет ставить более амбициозные цели, не бояться их и двигаться вперед. Третье.
Обнимите или поцелуйте любимого человека. Вы ведь помните про правило 12 объятий? Я говорил о нем в главе «Как работает наш мозг» в разделе об окситоцине. По сути, сюда относится все, что вызывает у вас приятные ощущения. Также я рекомендую отмечать достижение цели. Если вы поставили по новой привычке цель в 30 дней, отметьте ее выполнение и поставьте новую. В идеале, если каждая новая дистанция будет поощряться круче предыдущей. Тогда в вашей голове сформируется устойчивая нейронная связь, которая скажет о том, что работать над собой приятно. Я, например, по случаю 730-й пробежки подряд, 2 года, устроил целый праздник. Заказал большие шары цифры, видеографа, организовал совместную пробежку с подписчиками. А после мы душевно пообщались в уютном кафе, и я всех угостил напитками. Было тепло и круто. Задание. Первое. Определите время суток, в которое планируете выполнить привычки. Добавьте план в календарь. Второе. Распределите привычки по порядку. Чередуйте эмоциональные, спортивные, умственные привычки. Третье. Выберите простые способы поощрения. Не забудьте хорошо похвалить и отблагодарить себя, когда достигнете своей цели. Искусство маленьких шагов и больших результатов. Каждый из нас в течение жизни пребывает в разных состояниях. Иногда мы чувствуем прилив сил, мы мотивированы и полны энтузиазма. Иногда наоборот, сил ни на что нет, состояние опустошенное, мы погружаемся в апатию и депрессию. Чтобы такие эмоциональные качели не разрушили дисциплину и систему привычек, рекомендую определить по каждой привычке минимум, который вы сможете выполнить в любых условиях и обстоятельствах. Вместо нормы читать по 30 страниц каждый день, сделайте целью 5 или 10 страниц. Согласитесь, даже когда очень загружены, вы сможете найти несколько минут, чтобы выполнить такую задачу. Очень важно понять, что гораздо круче читать по 10 страниц 365 дней подряд, чем по 30 страниц в течение 7 дней, а потом забросить привычку. Если вы чувствуете себя хорошо и вам интересно, сделайте больше, но никак не меньше минимума, иначе практика окажется малоэффективной. Задание. К заданию из предыдущего раздела добавьте минимум по каждой привычке и зафиксируйте его. Многие люди недооценивают, что способны сделать за 2-3 года, и переоценивают, что могут сделать за месяц. За первый год своей проработки я пробежал более 1500 километров. Это достаточно серьезный результат, и я считаю, его можно сравнить с покупкой машины, квартиры или более высоким уровнем дохода. Можно ли пробежать 1500 километров за месяц и не угробить свое здоровье? Да и много ли людей в силах подобное сделать? Но данной цели можно достичь, если идти к ней каждый день, в любых обстоятельствах, любых состояниях, не давая себе поблажек. К сожалению, многие сегодня хотят быстрых результатов и не готовы к долгой работе. Все мы хотим лучшей жизни, и у каждого свои цели. Задайте себе вопрос, а как часто вы идете к своей цели? Если вы хотите получить ответ, почему так медленно продвигаетесь к своим целям или никак не можете их достигнуть, вот вам хорошее задание. Задание. В течение недели ежедневно вечером спрашивайте себя, что вы сделали сегодня, чтобы продвинуться к своей цели. Записывайте ответы. Если вы по факту не сделали ничего, напишите почему и что вы сделаете завтра, чтобы стать ближе к цели. Скорее всего, вы выясните, что ничего значимого для продвижения не делаете или занимаетесь делами тоже важными и значимыми, но не теми, что приблизят вас к цели. Так случилось и со мной. Это добавит вам трезвости. Вы поймете, почему до сих пор находитесь там, где есть, а не там, где хотите быть. Турбо на старте. Коллективная работа. Те рекомендации, которые я уже дал, могут привести вас к абсолютности в соблюдении привычек. Но если по какой-то причине вы чувствуете, что вам тяжело, вот вам еще одна рекомендация. Найдите себе напарника. Это тот человек, с которым вы будете идти бок о бок к цели на протяжении месяца. Работать в команде всегда легче, чем самостоятельно. Как это делать правильно? Договоритесь о ежедневных утренних отчетах. В формате планерки рассказывайте друг другу о результатах. Отправляйте в беседу фотографии или созванивайтесь по видеосвязи. Назначьте штрафы за невыполнение. Лучше всего подойдет денежный. Сумма может быть небольшая. Это станет хорошей мотивацией для вас. Назначьте поощрение. Необходимо уметь хвалить себя. Вы можете делать друг другу небольшие подарки за успехи. Например, за выполнение привычки всю неделю, 2 недели, месяц без перерывов.
Совместная работа добавит азарта и интереса. Каждую неделю нужно проводить работу над ошибками и планировать проработку на следующую. Не ограничивайтесь одним человеком. Это может быть и целая группа единомышленников. Чем больше людей, тем интереснее. Несмотря на очевидные плюсы, коллективная мотивация остается в коллективе. Поэтому в первую очередь работайте над собой самостоятельно, а уже потом подключайте напарника. Так вы сможете быть уверены, что ваши внутренние изменения не будут зависеть от кого-либо. Я веду групповое наставничество, в котором мы с подопечными в течение 2 месяцев двигаемся к выходу на доход от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей и от 300 тысяч рублей до 1 миллиона в месяц. Работаем над дисциплиной, внутренним состоянием и изменениями жизни с помощью полезных привычек, монетизацией своей экспертности. Напишите мне в Telegram @Вафинамир. Книжный друг, хочу на бесплатную консультацию. Я дам тебе рекомендации по росту, направлю и помогу реализовать свой потенциал. Так или иначе, каждый из нас в течение жизни пребывает в разных состояниях. Иногда мы чувствуем прилив сил, мотивации, энтузиазма. Иногда, наоборот, сил ни на что не хватает, состояние опустошенное, мы погружаемся в апатичное состояние и депрессию. Чтобы карусель состояний не разрушила вашу дисциплину и систему привычек, я рекомендую определить по каждой привычке такой минимум, который вы сможете выполнить в любых условиях и обстоятельствах. Вместо того, чтобы читать 30 страниц каждый день, сделайте своей целью 5 или 10. Согласитесь, даже когда вы очень загружены, вы сможете найти несколько минут, чтобы выполнить такую привычку. Очень важно понимать, что гораздо лучше читать по 10 страниц 365 дней подряд, чем 30 страниц в течение 7 дней, а потом забросить свою привычку. Если вы чувствуете себя хорошо, то сделайте больше нормы. Но меньше минимума не рекомендую, так как практика станет малоэффективной. Задание. Определите время суток, в которое планируете выполнять свои привычки. Добавьте план в календарь. Определите по каждой привычке минимум и зафиксируйте его.